прямом эфире информационная программа «Вести». Чеченская республика. Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Воспитатели будущего поколения. Стоит отметить, что Чеченская республика стала первым регионом в России, где программа рассчитана на целую неделю. Всероссийская конференция работников дошкольного образования проходит в Грозном. Какие темы обсуждались на пленарном заседании? Повышая компетенции. Мы активно вкладываемся в популяризацию, в маркетинг, для того, чтобы информация доходила до целевой аудитории, что это действительно рабочие места. Студенты ГГНТУ обучаются дополнительным образовательным программам в рамках проекта «Профессионалитет». Культурный код народа. Они нацеливают наших граждан, в том числе и учащихся, на знание нашей республики. Учащиеся образовательных организаций приняли участие в этнографическом диктанте. В каком формате были задания? Первый заместитель министра Чеченской республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмад Кадыров в рамках рабочего визита в королевство Бахрейн встретился с королем Хамадом бин Исой Аль-Халифой. Ахмад Кадыров передал самые теплые пожелания от главы Чеченской республики королю Бахрейна и всем жителям страны. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских отношений между Россией и Королевством, а также на плодотворное сотрудничество во всех ключевых областях. В свою очередь, Хамад бин Иса Аль-Халифа отметил, что сегодня все европейские страны настроены против России по причине нежелания принимать нетрадиционные ценности, навязываемые Западом, не имеющие ничего общего с какими-либо нормами приличия и морали. Такая твердость позиции президента Владимира Путина приветствуется в арабских странах, поэтому неудивительно, что арабский мир стремится наладить дружеские отношения с Россией, отметил Хамад бин Иса Аль-Халифа. Также у делегации во главе с Ахматом Кадыровым состоялась встреча и с наследным принцем Насером ибн Халадом Аль-Халифой. В завершении стороны выразили уверенность в том, что российско-арабские отношения с годами будут лишь развиваться и крепнуть, вопреки всем ожиданиям недоброжелателей. Первый заместитель министра Чеченской республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмад Кадыров в рамках рабочего визита в королевство Бахрейн встретился с королем Хамадом бин Исой Аль-Халифой. Ахмад Кадыров передал самые теплые пожелания от главы Чеченской республики королю Бахрейна и всем жителям страны. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских отношений между Россией и Королевством, а также на плодотворное сотрудничество во всех ключевых областях. В свою очередь, Хамад бин Иса Аль-Халифа отметил, что сегодня все европейские страны настроены против России по причине нежелания принимать нетрадиционные ценности, навязываемые Западом, не имеющие ничего общего с какими-либо нормами приличия и морали. Такая твердость позиции президента Владимира Путина приветствуется в арабских странах, поэтому неудивительно, что арабский мир стремится наладить дружеские отношения с Россией, отметил Хамад бин Иса Аль-Халифа. Также у делегации во главе с Ахматом Кадыровым состоялась встреча и с наследным принцем Насером ибн Халадом Аль-Халифой. В завершении стороны выразили уверенность в том, что российско-арабские отношения с годами будут лишь развиваться и крепнуть, вопреки всем ожиданиям недоброжелателей. В Грозном проходит Всероссийская научно-практическая конференция работников дошкольного образования. Участники обсуждают важные вопросы, касающиеся педагогической стратегии развития данной сферы. Мадина Кураева о значимости мероприятия. На пленарном заседании присутствует более 300 делегатов. Это последний день форума. Стоит отметить, что Чеченская республика стала первым регионом в России, где программа рассчитана на целую неделю. Для участников подготовили яркую программу. С приветственным словом выступил председатель комитета правительства Чеченской республики по дошкольному образованию. Адам Черхигов отметил важность проведения форума и что в регионе огромное внимание уделяется привитию духовных и традиционных ценностей подрастающему поколению. Сегодня в эпоху глобального изменения, происходящего в нашем сложном и взаимозависимом мире, нас объединяет общая цель поддержать институт семьи, создать благоприятные условия для подрастающего поколения. И одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание.
социально-педагогическая поддержка, становление и развитие высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Именно такую цель ставит стратегия государственной национальной политики до 2025 года, утвержденная указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Семья в чеченском обществе, как и в старину, так и сейчас, играет большую роль в воспитании и формировании духовного мира подрастающего поколения. Благодаря инициативе и поддержке главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, в регионе функционирует 486 дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществляется реализация инновационных образовательных подходов и практик на основе общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального согласия с учетом специфики социокультурных, в том числе региональных чеченских традиций, в которых осуществляется образовательная деятельность. Всероссийский научно-практический форум воспитателей России «Неделя дошкольного образования в Чеченской Республике» собрал ведущих экспертов страны в области реализации государственной политики в сфере дошкольного образования из 44 регионов. Они совместно с руководителями и воспитателями детских садов региона обсуждали интереснейшие темы, делились опытом и обменивались мнениями и контактами. Тематика большая, передача ценностей из поколения в поколение. Это нам очень близко для нашей республики. Мы над этой темой давно работаем. Основной вектор работы Департаментом дошкольного образования непосредственно Хадижат Рамзана Кадырова, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В общем, есть чему нам поучиться, то каждый из нас с собой унесет большой багаж знаний, опыта. Форум организован Всероссийской общественной организацией воспитателей России при поддержке фонда президентских грантов правительства Чеченской Республики и мэрии города Грозного. Каждый участник остался под яркими впечатлениями от обширной программы мероприятий. Чеченская Республика первая вызвалась провести такой форум в течение целой недели. И коллеги смотрели и изучали опыт дошкольного образования республики, выезжали в детские сады, проводили мастер-классы, круглые столы, пленарные заседания. Это необыкновенная площадка для взаимообогащения, для изучения опыта друг друга и, в первую очередь, изучения опыта республики, где мы сейчас и находимся. Этот форум, он уже вошел и войдет в историю и нашей организации, и дошкольного образования, именно вот своей такой масштабностью проведения. Целая неделя дошкольного образования. Это говорит об отношении к сфере дошкольного образования в республике, об отношении руководства, об отношении самих работников сферы к детям. Мероприятия прошли в рамках проекта «Просветительский марафон. В авангарде детства. Передача традиционных российских духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению». Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В парламенте состоялось 64-е заседание, где был озвучен отчет о деятельности МВД России по Чеченской Республике за 2023 год. С докладом выступил министр внутренних дел субъекта Аслан Ирасханов. По его словам, по сравнению с 2022 годом число зарегистрированных преступлений снизилось на 7,5%. На более 14% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Спикер парламента Магомед Даудов подчеркнул, что чеченские правоохранители в самое тяжелое время внесли огромный вклад в установление мира и порядка на родной земле. Министерство внутренних дел по Чеченской Республике успешно справляется с возложенными на него обязательствами. Такой вывод можно сделать по результатам оперативно-служебной деятельности МВД по Чеченской Республике за 2023 год. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров высоко ценит вашу деятельность. Он всегда отмечает, что благодаря результативной деятельности силовых структур республики достигнуты высокие результаты по сохранению стабильности и правопорядка. وأمودة أمودة شمال وشول ويوش صون وقيلة الله دال عالش دول أرح بول ويكنتي ويبزباسنس لريش بول تان مال خلدو يش مال قعيوكش بو إزديونا خ دقنا ويجا حيقل خلا داري حيقل تا ونوشي قومنا مؤيش دول.
В Чеченской государственной филармонии имени Адана Шахбулатова проходит 13-я музыкальная премия «Песня года-2023». Это событие предоставляет возможность отметить и наградить талантливых артистов и авторов песен, которые особенно полюбились зрителям. Премия «Песня года» является признанием их творческого вклада и профессионализма. Репортаж Лейлы Муртазовой. Вспышки камер и оживленный гул восторженных зрителей сопровождали традиционный проход звезд по красной дорожке. Артисты чеченской эстрады прибывают на самые ожидаемые события «Песня года-2023». В ослепительных нарядах и с волнительным настроением перед долгожданным праздником гости направляются во дворец торжеств имени Дагуна Амаева. Народный артист России, народный артист Чеченской Республики Валид Гадаев! Для артистов и блогеров был организован фуршет, на котором гости смогли пообщаться и сделать совместные фотографии. Музыкальный фестиваль организован Министерством культуры Чеченской Республики. В субъекте он проводится с 2008 года. Еще одна приятная часть мероприятия называется «Час со звездой», в рамках которой поклонники чеченских артистов могут поговорить с любимым исполнителем и задать ему интересующиеся вопросы. Талантливые исполнители лучших хитов Чеченской Республики за прошедший год делятся своими эмоциями и впечатлениями от церемонии. ده هوقع إنسان إقاش عار الغلي هاي شرع أولش يتقاش أولش أرتيستا ستيس خلش إشتوش توش بول برر وش راح دك يق فيلارمونيس اشتارينا يور توخ خز أرجنزواتين قادال والله كيجي إنسان دقة قون اللي على خوي إيش اللقش بيش بوي طبعا إيش بولش خشوا دقة دي أزنيا سنة واحد دولش بويش سنة إيش هو قزح وقع شاش داق لا شيء سا إيش اللي إتسان يقادران تيجا شيء سامتك يدبلوم مملشي يحلون قهيجة سير دوغ Конечно, это хорошо, когда год раз вот такие праздники проходят. И огромное спасибо нашим руководителям, которые уделяют такое внимание. Поэтому я очень рада за такой день. Пускай здесь не должны мы говорить о победителях. Победители все те, которые заходят в эту дверь и объявляют его регалии артиста, понимаете, да? Вот. Это и есть самое такое высокое уважение. В этом году филармонии исполнилось 85 лет. В честь этой даты премию «Песня года» расширили на целых 6 номинаций, которые поделены на первые, вторые и третьи места. Награда достанется артистам, больше всего полюбившимся зрителям. Победитель определяется по результатам СМС-голосования. Еще одним бонусом данного события стало то, что представлена новая номинация «Лучший дуэт года». Для старшего поколения артистов есть своя категория – «Золотой фонд». Человек вышел и спел, а сколько всего труда, какого труда заложено вот в одну эту песню. Конечно, люди, обычные обыватели, они не будут это знать. А тут у них бывает возможность познакомиться с творчеством, узнать, как все это делается, какой процесс. Нам всегда из года в год оказывалась поддержка от главы республики. Но сегодня нам предоставлен такой шикарный мирового уровня автопарк, что, конечно, этого мы точно не ожидали. И можно сказать, что наша красная дорожка соответствует мировому стандарту и ничем не уступает. Надо отметить, что многие хиты ушедшего года были патриотическими и посвящены бойцам, участвующим в специальной военной операции. Одна из таких ярких исполнительниц является народная артистка Чеченской Республики Элина Муртазова, которая долгие годы радует нас своими композициями. Моя песня номинируется в очень важной номинации. Это лучшая патриотическая композиция. Последние 2 года я очень много записывала новых песен в поддержку наших ребят, которые принимают участие в СВО. Но хочу сказать, что также очень много достойных соперников. Желаю всем удачи. Многие гости мероприятия прибыли из других регионов, чтобы насладиться этим вечером и посмотреть, как проходит фестиваль в Грозном. Все по-своему хороши, все песни. Вот. Поэтому я хочу пожелать всем артистам ярких побед, больших успехов, удачи во всем, мира, добра и процветания.
До премии года осталось совсем мало времени. Лучшие представители чеченской эстрады узнают долгожданные результаты, определятся победители и призеры. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Сейт-Эмин Даутмирзаев. Вести. Чеченская Республика. На базе Грозненского нефтяного технического университета успешно функционирует образовательно-производственный центр «Кадры для стройиндустрии 21 века». Внутри этого кластера студенты имеют возможность получить образование и практические навыки в области строительства и эксплуатации сооружений, стать монтажником технологического оборудования и даже мастерами по ремонту инженерных систем ЖКХ. Накопленный вузом опыт и профессиональный педагогический состав позволяют подготовить профессиональных специалистов. Потенциальными работодателями выступают такие известные компании, как Smart Building, Истказбек, Гросгражданстрой и другие. Репортаж Турпал Алитайсумова. По всей стране ведется подготовка специалистов в строительной отрасли в кластерах профессионалитета. Отличным примером является Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллиончикова. На его базе действуют кадры для стройиндустрии 21 века. Все видят, что это живой сектор экономики, ну и плюс, конечно, правильная программа популяризации. Мы активно вкладываемся в популяризацию, в маркетинг, для того, чтобы информация доходила до целевой аудитории, что это действительно рабочие места, что это действительно трудоустройство, что мы не просто так этот проект запустили. Он запущен совместно с индустриальными партнерами, которые предлагают готовые вакансии. В этом вся изюминка. Новые мастерские с современной компьютерной техникой и высокотехнологичным, а главное отечественным оборудованием позволят легко научить студентов будущим специальностям, например, качественной сварке при строительстве объектов. Первоначально мы проводим инструктаж по технике безопасности, по работе на этом оборудовании. Еще демонстрируем сам аппарат, как подключить держаки, кабель заземления. Все это мы показываем, проводим обучение, потом сами показываем мастер-класс студентам, и после этого они приступают к обучению. А еще будущих специалистов строительного ремесла обучают правильной закладке фундамента и возведению несущих стен из кирпича. В любом строительном процессе важна ответственность, точные расчеты и правильный подход. Ну а студенты, конечно же, подходят ко всему с большой ответственностью. И можно быть уверенным, что специалисты из них получатся высококлассные, которые в будущем возведут еще больше дополнительных больших объектов, которые принесут пользу обществу. Одним из будущих строителей субъекта станет Минкаил Дасуев. Сейчас юноша на первом курсе, но в планах имеется цель построить современное и полезное учреждение. Условия здесь для таких, как он, самые лучшие. Стоит только захотеть добиться цели. Я бы хотел построить медицинское учреждение, потому что на сегодняшний день это очень полезно. Устройства для очистки воды и перегонки разных жидкостей, кабинеты оказания помощи пострадавшим и многое другое. ГГНТУ – это современный вуз, готовый выпускать ежегодно множество мастеров широкого профиля. Турпал Алитайсумов, Сейт-Эмин Мусаев и Сейт-Эмин Даутмирзаев. Вести. Чеченская Республика. Окружной этап ежегодного всероссийского ведомственного осмотра конкурса художественного самостоятельного творчества «Солдаты антитеррора» прошел в гарнизонном доме офицеров отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России. Посоревноваться в вокальном мастерстве и хореографическом искусстве на сцену вышли самые талантливые представители территориальных органов, соединений и воинских частей Северо-Кавказского округа Росгвардии, отобранные в ходе региональных этапов конкурса. Всего более 20 творческих коллективов и сольных исполнителей. Победителям и призерам были вручены кубки, дипломы, почетные грамоты и памятные подарки. Завершился творческий вечер гала-концертом. В рамках празднования Международного дня родного языка с целью повышения интереса к изучению чеченского языка и литературы, истории и этнографии состоялся региональный этнографический диктант Беза Боуза Нейнамот. Организатором является Институт чеченского языка, он охватил общеобразовательные организации региона. Пишется диктант в одних и тех же временных рамках с 10 до 12 часов дня. Тестовый материал содержит 80 вопросов, 50 по языку и 30 по литературе. Стать его участником может каждый желающий, достигший 14-летнего возраста. Задания этнографического диктанта, они составлены очень, я бы сказал, извините за нескромность такую, очень хорошо, потому что
Они нацеливают наших граждан, в том числе и учащихся, на знание нашей республики, на знание основных вех в истории нашего народа. И вот эти вопросы, они даже после того, как они диктант напишут, участники этнографического диктанта, они у них отложатся надолго в памяти, поэтому они будут еще и полезны. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.